Толерантный человек – это человек интеллигентный, человек думающий. Не боящийся высказывать свое мнение, но при этом внимательный к мнению окружающих. Толерантный человек – это не тот, кто будет сидеть и соглашаться со всеми, будет молчать, никак не реагировать на события, которые вызывают какой-то у него отклик внутренний. Толерантный человек – это человек, способный воспринимать другую культуру, другую религию, другую точку зрения, другую одежду, цвет волос и так далее. Это человек, который прежде всего ценит собеседники человека, а не все остальные какие-то сопутствующие атрибуты. Я, наверное, не стала бы проводить параллель между словами толерантность и терпимость. Все-таки это другие разные понятия. Терпимость – это, наверное, способность свое высказывание оставить на потом, а прежде всего услышать мнение других, подумать над тем, а может быть я не прав, про крикунов, которые сегодня повсеместно высказываются. Мы видим их в телевизоре, которые дают большие пространные интервью, которые имеют громкие мнения, но здесь про терпимость речь не идет. Это люди, которые прежде всего высказывают свое мнение, мнение остальных, оно вторично. Мне кажется, терпимость — это ровно наоборот. Это люди, которые сидят где-то, ну не буду говорить в углу, но они не рвутся на первый план, они хотят понять, что происходит, они хотят понять, почему кому-то из-за каких-то слов может быть больно, почему какая-то традиция сегодня возрождается, и стиль одежды приветствуется одной группой и непонятен другой. То есть это люди, которые задумываются чаще и глубже остальных. Для своей семьи я точно знаю, что для того, чтобы человек начал думать, был терпимее, нужно с семьи начинать. Если мама с папой не дают резких оценок событиям, если обсуждают в спокойном тоне любые события, наверное, и дети не будут лезть через забор, разбрасывать бутылки, творить беспредел. Других способов я не знаю. Наверное, только образование, красота вокруг. Ну, не та красота, когда все сияет, горит огнями и неонами. Гармоничная действительность вокруг, наверное, способна как-то повлиять на людей. Помню встречу с иллюстратором детских книг, Дрявцева ее фамилия. Она рассказывала о том, как важно в детских книжках рассказывать о шедевре живописи, где каждая деталь, каждый оттенок какой-то смысл имеет, возвращает ребенка в какие-то воспоминания детства, связанные с родителями. У каждой культуры это совершенно разные и ландшафты, и цвета, и даже фактура. Когда ребенок обращается вот к этим культурным истокам, когда ребенок растет в такой среде, когда он интересуется всем, этот человек, скорее всего, будет думать, скорее всего, он будет более, так скажем, проницательным каким-то выкриком и попыткам вовлечь его в какие-то неприятные движения, ну и так далее. Социальные сети. Это очень такая зыбкая, с одной стороны, прозрачная, понятная площадка для высказывания мнений, диалога, но в то же время эта площадка, эта платформа всегда собирает людей совершенно далеких иногда по каким-то идейным, культурным, социальным составляющим. И когда встречается человек, который всю свою жизнь читал классику и имеет какие-то розовые очки, и приходит человек, который по разным причинам просто, может быть, не дошел до книг, и у него не было дома библиотеки, а может быть, он и школу не мог закончить. Два эти человека начинают вести какие-то беседы о государстве, политике, экономике, культуре, то получается, немножко такое даже не сумбур, а
я не знаю, это какое правильное слово подобрать, но то есть люди друг друга просто не понимают. Может быть, и человек, который пришел с палкой и не хотел никого обидеть, он палку с собой вообще просто обычно носит, чтобы защищаться, потому что он привык жить в каком-то агрессивном, злом мире. Каждый же сам свой мир формирует. И вдруг он приходит и видит красивые какие-то воплощения для него нереальной жизни, не знаю, там в виде поэзии, прозы, живописи, музыки. Это ему непонятно, естественно, вызывает агрессию. И о чем бы дальше эти люди не говорили, они друг друга не поймут. Как тот, кто беззащитен и все время сидел с книжкой, будет сидеть и бубнить что-то про высокие ценности, так тот, кто с палкой ходил, будет пытаться отстаивать свое мнение привычными для него способами. Всего лишь социальные сети лакмусовая бумажка тех людей, которые на улице встречаются постоянно, они же не могут другу сказать все, что они думают. А вот здесь это все происходит так, как есть. В социальных сетях, в Инстаграм, посольство индийское на фоне красивой картинки с короткими интервью людей всех национальностей, возрастов сообщили о том, что в центре города будет проходить день йоги. Пожалуйста, приходите. Мы организуем наши национальные угощения. Инструкторы вам могут помочь заняться йогой. Это вот все было такое доброжелательное, красивое. После этого поста 2 комментария о том, что мы придем, а после этого начался какой-то шабаш. У меня он вызвал, я не скажу, что я была удивлена, потому что такие проявления встречаются довольно часто. Когда ты находишься долгое время в социальных сетях, они тебя уже не удивляют, ты просто проходишь мимо, потому что понимаешь, что кормить тролля – дело неблагодарное, он будет еще больше вступать в какие-то нелицеприятные беседы, пытаться вступать. И вот там были совершенно просто какие-то дикие высказывания, что эти индусы себе позволяют вообще в нашей стране, покупают здесь квартиры, земли, мы должны им показать, кто здесь главный. Но это смешно. С одной стороны, ребенок 5 лет на площадке, на детской, в каком-то пылу может заикнуться, да и то не каждый ребенок. А тут взрослые люди приходят и либо не понимая, либо прекрасно понимая, что они делают, устраивают такие перепалки. Но я думаю, каждый человек, способный немного дальше подумать, понимает, что это совершенно не мнение среднего гражданина, это не глас народа, это отдельные высказывания нестабильных крикунов. Крайнее интервью, которое я давала молодежной организации, вопрос, который задают всегда: 10 или 5 книг, которые должен прочитать каждый. Я всегда в этом моменте на этой ноте торможу, и как можно кому-то рекомендовать 5 или 10 книг, каждый выберет по своему вкусу, по своему бэкграунду. Нельзя сразу после «Курочки Рябы» Толстого рекомендовать «Войну и мир». Скорее всего, будет тяжело человеку читать. Считаю, что современный человек, любой, особенно человек, который работает или собирается работать со словом, который хочет знать немного больше про устройство мира. Я сказала всего 2 книги, и я считаю, это 2 важнейшие книги. Это, конечно, Библия и Коран. Все литературные сюжеты, так или иначе, заимствованы из этих прекрасных, в полном смысле этого слова, книг. О чем еще можно говорить? Если человек совершенно не интересуется, а что было там, то куда ему идти дальше? Иногда нужно оглянуться, посмотреть, чтобы понять.